Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Важное послание из вашего будущего. Загадайте, пожалуйста, на себя и обратитесь внутрь себя. Попросите послание, попросите предупреждение, попросите подсказку, чтобы вы сами себе передали. Настраивайтесь, мои хорошие. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть можете узнать. Так, ничего себе послание. Ого. Видите, человек на вашей груди плачет. Вот она, вы стоите, а вот человек, руки опущенные, коленопреклонная поза и на вашей груди плачет. Тот, кто перед вами виноват, тот, кто позволил себе лишнее, кто обидел вас, кто причинил вам боль, кто, может быть, не слушал вас, не слушал ваших советов, опять же, вседозволенность какая-то у человека была, приползет к вам и будет рыдать на вашей груди, просить прощения, как человек полон раскаяния, человек все осознает, все принимает, но и опять же вам об этом говорит, что вот ты была права, там, прости меня, я был неправ, там, обидел. Девчонки, если какой-то мужчина с вами поступил плохо, неважно, это любимый мужчина, это муж, может быть, да, который там объелся груш, может быть, кто-то из родственников мужчин, либо начальник мужчина, приползет на коленях с опущенными руками и будет плакать на вашей груди. Это вы себе передаете. И причем, смотрите, здесь показывают время, то есть придет то время, когда он приползет. Да? Всему свое время. Дождись. Дождись. Ты не думай, что он вот прям сделал гадость и живет себе припеваючи. Нет, нет, еще приползет. Видите, руки опущены, коленопреклонная поза, рыдает у вас на груди. То есть будет просить у вас прощения. Кто бы вас не обидел, кто бы плохо с вами не поступил, приползет. 100% приползет. И, кстати, ждать уже и не так уж и долго. Но дождаться надо. Дальше. Здесь дерево пускает новые корни и отрастают новые веточки. Но опять же связано с семьей, с личной жизнью. Вы все разные. Если так случилось, что у вас нет семьи, вы потеряли семью, либо в принципе семьи не было, там, разделены с родственниками, поверьте, еще придет тот день и час, когда вы объединитесь. А у кого-то прям идет четкая отсылка к тому, что вы свою семью обязательно обретете. То есть, возможно, вы выйдете замуж, либо женитесь, да, и получите в придачу еще огромное количество родственников. Верный знак еще, кстати, долгой жизни. То есть вас ждет долгая жизнь. Дерево пускает корни, вырастают новые веточки. Да, долголетие, жизнь долгая, жизнь стабильная, жизнь счастливая. Очень крутой знак, очень классный ствол. И опять же, корни очень классные идут, и новые веточки растут. И еще дерево с новыми веточками говорит о продолжении вашего рода. То есть будут дети, либо будут внуки, там, правнуки. То есть продолжение рода точно будет. Так, здесь показывают вас, и в руках у вас знак Овна. Это знак успеха, знак известности, популярности. Вы к этому идете. Но почему-то этот знак у вас как-то за спиной, и держите вы его у себя за спиной. Перед глазами у вас пустота, какая-то стена, темнота. Ваш успех у вас за спиной. Либо вы очень, может быть, боитесь, да, за что-то взяться,
не верите в себя, не верите в результат. Здесь четко показали, не бойся, да, у тебя знак успеха за спиной. Вот видите, знак Овна, вот он, пожалуйста. Вот вы, и за спиной его держите, смотрите просто в пустоту. Не нужно бояться, просто нужно брать и делать. Надо рискнуть, надо себе позволить, и все получится. И еще у кого-то так и отыграется, что вам по судьбе стать очень успешным, знаменитым и популярным человеком. Просто нужно брать и делать. Надо идти к этому успеху. Не за спиной его у себя держать, а перед глазами. То есть понимать, к чему вы идете, и, соответственно, делать шаги. Так, здесь у меня образ женщины на такой какой-то быстрой спортивной машине. Может быть, в прямом смысле слова это вы и ваше будущее. То есть вы будете владелицей спортивного автомобиля. Очень быстро будете ездить. Как научитесь водить, либо сможете себе позволить приобрести какую-то машину, вот именно классную, спортивную, дорогую. И также такими знаками показывают переезд для женщин. Переезд, который все меняет в вашей жизни. То есть и качество, и уровень жизни, и возможности по жизни. То есть переехать очень быстро, как-то резко, вот от худшего к лучшему перейти. Может быть, даже благодаря, например, заключению брака, либо это будет иммиграция, у каждого по-своему отыграется. Но именно для женщин такое предсказание идет. Так, тройки. Ну, надежные друзья, надежные соратники. Люди, которые поддерживают вас, и люди, которых поддерживаете вы. Тройка, союз. Если по какой-то причине у вас сейчас нет друзей, да, какой-то прям совсем узкий круг общения, поверьте, люди еще придут. И дружба еще у вас будет. Придут те, кто прям на вас очень похож, как вы, например, да, с такими же мыслями, качествами, характеристиками, жизненными устоями и правилами. Тройка с вашей стороны выходит. Так, здесь нам показывают мужчину. И с мужчиной что-то не так. То ли он к чему-то не готов, то ли он, в принципе, не тот, за кого себя выдает. Вы сами себе говорите по поводу этого мужчины: остановись и подожди. Что-то должно раскрыться по поводу этого мужчины. Ну, либо он должен созреть, например, созреть к серьезным отношениям, к серьезным поступкам. Там, поменяться, например, должен. С каким-то мужчиной вам ни в коем случае спешить нельзя. Нужно остановиться и просто вот подождать, посмотреть. Может быть, даже как поизучать его, там, испытать его, проверить, там, навести справки о нем. То есть тут явно он как выдает себя не за того, кем есть на самом деле. Ну, либо человек не готов к какому-то серьезному действию, шагу, поступку, а вы как будто бы спешите. Так, фонтан прорывается сквозь камни. Ну, это какая-то ситуация в жизни, либо работа, которую вы делаете, может быть, бизнес, который вы начали. Фонтан — это достижение, фонтан — это результат, пробивается сквозь камни. Смотрите, как бы вам ни мешали, как бы сложно вам ни приходилось, не бросайте, продолжайте, вы своей цели точно добьетесь. Сколько бы там камней на вас ни накидывали, вы все равно своей цели добьетесь. Так, разбитое что-то, разбитое попытки, разбитое соединить, склеить. Говорят, что это зря вы затеяли, все равно ничего не получится. Научитесь отпускать, научитесь забывать, научитесь прощаться. Это очень важно. Не держитесь за старое. Ваше счастье в новом. Понимаете? У вас нет дороги назад, у вас есть дорога только вперед. Назад дорога заблокирована, вперед дорога открыта. Но вы почему-то туда не идете. Вы все пытаетесь что-то соединить, склеить, там, за уши, грубо говоря, притянуть. Ну, зря тратите время, и здесь, кроме разочарования, ничего не ждет. Да? Вам нужно оставить прошлое позади и идти только лишь вперед. Там ваше счастье, там ваша радость. Так, здесь очень сложный подъем. Как выбраться из какой-то ямы вам предстоит. Как будто бы вам кто-то веревку сбросит. Либо чья-то длинная рука к вам спустится и будет вам помогать выбираться.
Да, вам суждено выбраться из той ямы, в которой вы сидите, но благодаря чьей-то помощи. Ну, если это веревка, то высшие силы. Если это рука, то какой-то конкретный человек вам будет помогать. Кстати, не исключено, что высшие силы будут направлять того, кто станет вам помогать. Вы выберетесь, вы выберетесь. Ваше будущее, оно на поверхности, не под поверхностью, как сейчас вы находитесь. Кстати, так часто долги показывают, а на поверхности. Вам кто-то поможет, прям конкретно поможет выбраться. Кольцо на ладони. Но это предложение союза. У одних отыграется предложение дружеского характера, у других делового, а у третьих любовного. То есть вам будут предлагать союз. Да, выходи за меня замуж. Либо давай вместе сотрудничать, либо давай вместе дружить. Кольцо идет. Овца направляется в вашу сторону. Видите, вот она, овца. Маленькая, но она будет расти. Овца – это шерсть, это мясо, это достаток. Это достаток. Причем так интересно показали. Вы всегда хотели эту овцу, да? Вы всегда хотели иметь достаток, достойную жизнь. И вы ее искали в самых неожиданных местах. Но овца придет сама. Причем придет вот ровно так, как это прописано в вашей жизни, в вашей судьбе. То есть вы должны были пройти какой-то путь испытаний, трудностей, лишений, и потом уже в конце этого пути обрести эту овцу. Ну, обычно так показывают, когда люди богатеют. Да? Человеку суждено разбогатеть. Овца придет сама, богатство придет само, достаток придет сам. То есть сейчас вы в поисках, поиски эти тщетны, но овца приходит сама. Эту овцу никто не подгоняет, и вы ее не можете к себе подозвать. Она идет сама. Всему, опять же, свое время. У вас, кстати, проблемы со временем. Вы сильно спешите по жизни. Смотрите, в какие-то моменты вы очень спешите, а в нужные моменты вы, наоборот, тормозите. Вот что-то не так, что-то не так. С этим нужно разобраться. Так, а здесь я еще вижу плохих людей, от которых вы никогда ничего хорошего не видели. Смотрите, вы этим людям ничего плохого не сделали. Вот как-то не возлюбили вас, либо очень плохо к вам относились на протяжении всего времени. Вижу, что будут менять свое отношение к вам. Причем как-то вот по очереди, по одному. Не все сразу, не все разом. Да? Кто-то один к вам переменится, потом второй, потом там третий, четвертый, десятый. То есть вижу, что вы своей добротой, своим терпением к себе этих людей повернете. Сменится у них к вам не только отношение, но и мнение о вас, поведение в вашу сторону. Если честно, вам это будет приятно. Вам будет это приятно. Не то, чтобы вы там перед теми заискивали, нет. Но просто это отношение, оно было и неправильное, и несправедливое. Вы ничего плохого не сделали, вы этого не заслужили. Эти люди осознают свои ошибки и поменяют свое отношение к вам. Ну, по одному как-то они это будут делать. Сначала один, потом второй, потом третий, там, четвертый, десятый. Может быть, на работе вы такое встретили, может быть, по соседству, может быть, среди родственников такое отношение к вам есть. Но все пройдет, пройдет и это. Поменяется отношение, тут прям четко показали. Еще показывает, что какой-то человек свободу обретет. Свобода. В прямом, либо в переносном смысле. Но свободу вы обретете. Свободной, либо свободным вы точно станете. Как какие-то оковы сбросите, либо из клетки птица вылетает. Да? Можно и с этим сравнить. Свободу вы свое обретете. Голова будет кружиться от свободы. В самом венце трансформацию вашу показывают. Прям все будет меняться. Тело ваше будет меняться, состояние ваше будет меняться, внешность даже ваша будет меняться. Такая солидная трансформация идет, вас будет не узнать. Меняетесь вы в лучшую сторону. Смотрите, ваши, например, там одногодки, однокашники, они стареют, а вы как будто бы наоборот расцветаете, молодеете.
И плюс, смотрите, я вижу, что и лицо молодое, и душа молодая. То есть как даже не просто трансформируетесь, вы как обновитесь. Обновитесь. Это очень классный знак. Не каждому это удается, но вам это суждено пережить. Трансформироваться вам суждено. И вообще вижу, что из какого-то кокона, тесного кокона вы как вылазите. Опять же, помните, я вам говорила, свободу обретаете. Скованность, зажатость. Может быть, это внутреннее состояние, да, когда человек скован и зажат. А может быть, это еще и внешнее давление, да, когда на вас давят, когда вам все там запрещают, когда вас блочат, когда у вас нет возможности себя реализовать, показать, либо делать то, что вы хотите, считаете правильным и нужным. Трансформация. А вообще вам в жизни счастье обещано. Понятно, что вы все разные, и каждый именно в своем в чем-то счастье найдет. Но счастье вам свыше точно обещано. Вот кто зашел на эту отсыпку, знаете, что вы счастливым человеком точно станете. Причем именно счастье свое найдете в том, в чем ищете, в том, в чем хотите счастье обрести. Кто-то в личном хочет обрести, кто-то в деньгах, да, в состоянии, в богатстве, кто-то в здоровье, кто-то в семье, там, родственники. Счастье вы свое точно найдете. Оно вам свыше обещано. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Спасибо вам за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.